Здравствуйте, дорогие друзья! В соответствии со статьей 42 Конституции Кыргызской Республики каждый имеет право на свободу труда, распоряжаться своими способностями к труду, на выбор профессии и рода занятий, охрану и условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, а также право на получение оплаты труда не ниже установленного законом прожиточного минимума. Также Конституцией установлено право на отдых и на забастовку. Вышеуказанные конституционные нормы составляют основу системы трудового законодательства Кыргызской Республики и обеспечивают устойчивость всей системы трудового законодательства. Важнейшим законом, стержнем трудового права является Трудовой кодекс. Его основная цель – это урегулирование всех общественных отношений, входящих в сферу труда. Кодекс является базой для развития всего текущего трудового законодательства. Наряду с нормами Трудового кодекса в систему трудового законодательства входят и специальные законы, регулирующие отдельные виды трудовых отношений. Это закон об охране труда. Он регулирует отношения, связанные с обеспечением безопасности и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности. Законы Кыргызской Республики о профессиональных союзах и о коллективных договорах определяют права трудящихся объединяться в профсоюзы для защиты своих трудовых и социально-экономических прав и интересов и дальнейшего ведения переговоров и заключения коллективных договоров для улучшения защиты социально-экономических интересов работников и работодателей. Закон Кыргызской Республики о содействии занятости населения определяет правовые, социально-экономические и организационные гарантии реализации конституционных прав человека на получение работы в условиях рыночной экономики. Закон Кыргызской Республики о государственных гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих и работающих в условиях высокогорья, отдаленности и труднодоступности устанавливает государственные гарантии и компенсации по возмещению дополнительных материальных и физиологических затрат трудящимся, проживающим и работающим в условиях высокогорья, отдаленности и труднодоступности. Закон Кыргызской Республики о государственной гражданской службе и муниципальной службе и Конституционный закон о статусе судей Кыргызской Республики определяет особенности регулирования труда государственных и муниципальных служащих, а также судей. Закон Кыргызской Республики о правовом положении иностранных граждан Кыргызской Республики определяет основы правового положения иностранцев и регламентирует их право на труд. Закон Кыргызской Республики о социальном партнерстве в области трудовых отношений в Кыргызской Республике устанавливает правовые основы трипартизма в КР. Закон Кыргызской Республики о правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья определяет государственную политику в целях обеспечения лицам с ограниченными возможностями здоровья равных возможностей в их жизнедеятельности, в том числе при реализации их права на труд. Закон о минимальной заработной плате в Кыргызской Республике устанавливает определение минимальной заработной платы, минимального размера оплаты труда. Закон о расчетном показателе определяет порядок утверждения размера расчетного показателя в Кыргызской Республике, нормативного денежного показателя для определения размера социальных выплат, компенсаций, экономических санкций, административных взысканий и штрафов, других экономических показателей, не связанных с оплатой труда. Трудовой кодекс Кыргызской Республики не содержит те или иные конкретные размеры, величины, компенсации, пособий, минимальной оплаты труда, которые могут меняться в различные периоды, с учетом ряда социально-экономических показателей в обществе. Такое регулирование достигается посредством принятия тех или иных подзаконных актов о труде. В Кыргызской Республике существуют следующие виды подзаконных нормативно-правовых актов о труде. Это указы и распоряжения президента Кыргызской Республики, постановления Джогурку Кеңеша Кыргызской Республики, постановления правительства Кыргызстана, акты министерств и ведомств, постановления, приказы, инструкции, правила. Также могут приниматься и локальные акты организаций. До встречи!